Всем привет! Меня зовут Евген, с вами первый выпуск кинообзора, а это значит, пришла пора ознакомиться с фильмами этой недели. Поехали! Первым список открывает Скала Джонсон. Мировая звезда Дуэйн Джонсон под руководством режиссера Брэда Пейтона и продюсера Бо Флина возглавил звездный состав приключенческого экшена «Рэмпейдж». «Рэмпейдж» — это экранизация знаменитой аркады 80-х. «Рэмпейдж» уже третья совместная работа Джонсона, Пейтона и Флина, в числе которых вошел и разлом Сан-Андреас. Приматолог Дейсу Коэн Дуэйн Джонсон предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем. Не думай обезьяне. Не думай о большой белой обезьяне. Удивительно умный альфа-самец горилла. Он его воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. И нет, это не пинг-понг, а Кинг-Конг. Более того, вскоре обнаружится, что существуют и другие модифицированные хищники. Серьезно? Волк-крокодил? Почему не хомяк или чихуахуа? Представьте чихуахуа в роли Годзиллы. Пока свежесозданное чудовище превращает в руину Северную Америку, стирая с лица земли все, что попадается у них на пути, Акоя вместе с опальным геном-инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом. Наш следующий фильм довольно необычен. «Тихое место» — американский хоррор, снятый режиссером Джоном Красински. Он же снимал фильм «Холлеры». Главной роли в фильме ужасов исполнил сам режиссер и его супруга Эмили Блант. Фильм рассказывает о семье, которая проживает на удаленной ферме. С виду они ведут обычную жизнь, но на самом деле их дом скрывает жуткую тайну. Его населяют страшные монстры из потустороннего мира. Эти монстры реагируют на любой звук, из-за чего семье приходится общаться жестами и вести себя очень тихо, чтобы опасные существа не обращали на них внимания. Вот только их маленькие дети не могут постоянно придерживаться тех же правил. Семья с детьми живет уединенной жизнью в заброшенной сельской местности. Их быт давно отлажен так, чтобы в нем не было места звукам. Они общаются на языке жестов, ходят босиком и едят, не используя столовых приборов. И даже детские игры проходят в совершенной тишине. Но лишь одно неосторожное движение ребенка, вызвавшее шум, способно превратить семейную идиллию в ад. Дом начинает атаковать жуткие чудовища, слетающиеся на любой даже едва слышный звук. В таком сюжете только и нужно ждать, что из детей кто-то нарушит правила и косякнет. Это же очевидно. Не открывай шкатулку, не ходи в лес, не корми их после 12. Хоть фильм немного и похож по своей стилистике на Стивена Кинга, но у него есть своя особая изюминка. В него не найдете множество диалогов, но своей атмосферностью он держит напряжение до самого конца. Интересно, что авторы фильмов специально искали на одной из ролей глухую девушку. Она помогала остальным изучать язык жестов, чтобы скрасить отсутствие диалогов. Также в картине большое внимание уделено музыке, чтобы сделать ее еще более антуражной. Все фильмы вы можете посмотреть в Доме культуры города Канаша, а наш следующий розыгрыш билетов пройдет в пятницу, 20 апреля, 16:00, напротив входа в Дом культуры. Смотрите нас на телевидении, подписывайтесь на канал в Ютубе, группу ВКонтакте, ставьте лайк. С вами был Евген. Пока!